Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 18 по 23 марта Арктический государственный институт культуры и искусств при поддержке Министерства науки и высшего образования России проводит первый международный и четвертый всероссийский фестиваль-конкурс «Созвездие Арктики-2023». Фестиваль посвящен 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. О программе фестиваля, экспертах, приглашенных в качестве членов жюри, ну и в целом об истории фестиваля-конкурса расскажет гость студии Николай Пикутский, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, доцент кафедры музыкального искусства АГИКИ, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов университета. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По каким направлениям проводится фестиваль-конкурс? Ну, во-первых, хочу сказать, наш конкурс проходит в рамках проекта академического лидерства 2030 «Дальний Восток». Конкурс проходит 4-й раз как всероссийский, и благодаря этому приоритетной программе мы впервые его обозначаем как первый международный. Конкурс охватывает очень широкий спектр направлений. Это народное инструментальное исполнительство, баян, аккордеон, домбра, балалайка, гитара в 3 номинациях. Это соло, ансамбли, оркестры. Следующее направление – это вокал, академическое пение, эстрадное пение. Следующее направление – композиция и инструментовка, в которой могут участвовать как любители, так и профессионалы, сочиняющие произведения для народных инструментов. Следующее направление мы посвятили выдающемуся баянисту, заслуженному деятелю Якутии Радомиру Борисову, который посвящен его памяти, в этом направлении могут участвовать аккомпаниаторы на баяне и аккордеоне. И, наконец, музыка для всех, в которой могут участвовать исполнители на фортепиано. Угу. Ну, вот расскажите об участниках. Участвуют профессионалы либо студенты? Вот кто в большей степени? Участниками у нас не ограничен возрастная категория от 7 лет, и могут участвовать как учащиеся, как студенты, как преподаватели, профессионалы. То есть мы не без ограничений. Угу. Вот, ну какие известные музыканты, может быть, принимают участие в качестве гостей фестиваля конкурса? Да, на оргкомитетом конкурса приглашены достаточно выдающиеся личности. Это Юрий Сидоров, он заслуженный артист Российской Федерации, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Он будет являться председателем по номинации «Народное инструментальное исполнительство». Достаточно известная личность. Также членом жюри будет Сергей Федорович Найко, профессор Красноярского института искусств. В номинации «Вокал» будет приглашен достаточно известный оперный певец Николай Ерохин. Он является мастером сцены, солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, а также является преподавателем Московской консерватории. В композиции, к примеру, будет судить достаточно известный советский композитор Евгений Дербенко. Также приглашены мастера из-за рубежа. Это Тадзунори Каруми, Япония, и Клавдия Кроктич-Стоянович, Сербия. Ну и также Якутию будут представлять Айталина Адамова, Владимир Боярский, известные личности, и другие. Очень серьезное, большое жюри, действительно. Да. А вот, что касается участников, вернемся к этой теме, сколько всего человек примерно примут участие? Да, вот на сегодняшний день уже мы приняли уже около 200 заявок, но у нас есть несколько дней. Заявки определены до 12 марта. Вот. И причем охват очень широкий, от Санкт-Петербурга, Москва до Владивостока. Вот у нас, да, и также есть участники из Сербии, из Киргизии, ожидаем еще из Белоруссии. То есть пока еще, ну, участников уже достаточно. Уже достаточно, но число, наверное, поэтому еще будет члены расти, жюри да? уже без работы точно не останутся. Охват уже большой. Расскажите об истории конкурса. В этом году он становится международным. Да, история конкурса началась в 2017 году. Он состоялся первый всероссийский конкурс «Созвездие Арктики». Вот. И он уже прошел несколько раз, и хочется отметить, что с каждым разом рамки конкурса все расширяются все больше и больше. То есть предпоследний наш конкурс охватил более 100 городов России, и было 450 участников, как сольное исполнительство, так и оркестр, ансамбли.
На сегодняшний день этот конкурс мы решили повысить статус, мы сделали его международным. Вот. Но мы планируем в будущем расширять номинации, расширять направления, то есть развиваться дальше. Вот вы являетесь художественным руководителем оркестра русских народных инструментов АГИКЕ. Вообще, вот расскажите об этом оркестре. Да, ну, хочу сказать, что этот оркестр существует со дня образования института, уже больше 23 лет. Он является такой творческой и учебной единицей, ведущей на Дальнем Востоке. Оркестр является лауреатом международных конкурсов среди профессиональных коллективов. На протяжении существования наш оркестр гастролировал по республике. Также мы выезжали с сольными концертами в Владивосток и планируем в дальнейшем гастроли. В репертуаре оркестра более 300 произведений якутских, русских и зарубежных композиторов, как оригинальных, так и переложений симфонических партитур. Оркестр сотрудничает с выдающимися мастерами искусств: Александр Цыганков, Сергей Лукин, Александр Капитан и так далее, многие другие. И хочу сразу сказать, что и пригласить нашего зрителя 20 марта в Государственном театре оперы и балета в 18:00 состоится гала-концерт с участием мировых звезд оперного и балетного искусства и с участием оркестра на сцене Государственного театра оперы и балета. Программа планируется огромная, очень яркая, современная, и одним из главных участников будет Николай Ерохин, знаменитый тенор, оперный певец, ну и также Юрий Шишкин, советский известный баянист-исполнитель. Ну, может быть, какие-то произведения расскажете, какие прозвучат на этом концерте? Да, произведения прозвучат оригинальные для народного оркестра. Мы не планируем там играть оперные арии, да, это будут оригинальные романсы, песни в исполнении Николая Ерохина, а также произведения для баяна, балалайки, домры, гитары, разные стилевые. Ну вот давайте вернемся к фестивалю-конкурсу «Созвездие Арктики». Здесь же будет не только конкурс, еще будет какая-нибудь культурная программа. Да, обязательно. Расскажите об этом. Да, вот я могу в продолжение сказать, что да, помимо гала-концерта с участием оркестра, еще планируются сольные концерты приглашенных известных исполнителей, известных личностей даже в мире. 19 марта в детской школе искусств в концертном зале в 18:00 состоится сольный концерт известного советского баяниста Юрия Шишкина. Любители джаза могут сходить на концерт аккордеониста Сергея Осокина с ансамблем Александра Купцова. Он состоится 21 марта в детской школе искусств номер 2 в 18 часов. И любители гитары могут посетить концерт достаточно известного гитариста в России Равшана Мамедкулиева. Эти личности приезжают в Якутск впервые. Да, достаточно яркие, известные исполнители вообще в России и даже за рубежом. Можно сказать, это уникальная возможность, да? Это уникальная возможность, да, благодаря приоритету академического лидерства. Вот, кстати, программа «Приоритет 2030». Какое оборудование вы получили в рамках этой программы? Да, конечно, мы же планируем развивать наш коллектив, наш оркестр, и мы закупили уже брендовые музыкальные инструменты концертные, такие как баян Юпитер или аккордеон Пиджини, баян Пиджини. Это достаточно дорогие инструменты, но они дают огромнейшие возможности как исполнителям сольных концертов, так и исполнению оркестровых партий на этих инструментах. Также приобрели концертные инструменты, концертные домры, домра бас, малая домра и так далее. То есть это дает уже другие возможности, усовершенствованные инструменты. То есть, получается, удалось обновить. Да, обновить, и базу, это еще, как говорится, не конец, мы еще планируем, у нас еще большие планы. Может быть, раскроете секреты какие-то? Скажем так, пока не хочу раскрывать на сегодня, но планируется еще. Хорошо, фестиваль у нас пройдет с 18 по 23 марта. Давайте, может быть, напомним или расскажем нашим телезрителям, как можно подать участие, как можно попасть на этот фестиваль. Я так понимаю, заявки еще принимаются, вы сказали, до 12 марта.
Да, я хочу сказать, что мы продлили срок, первоначально он был до 1 марта, мы продлили срок подачи до 12 марта. И с 13 по 17 марта конкурс будет проходить для заочников, тех, кто в онлайн-режиме присылает записи. Жюри будет прослушивать по видеозаписи. А те, кто приезжает в Якутск, очное участие, конкурс будет проходить с 18 по 23 марта. Положение, вся информация по конкурсу, по концертной программе. Даже приобрести можно билет на концерт на сайте agiki.ru. Ну что ж, Николай Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешного проведения фестиваля конкурса «Созвездие Арктики» уже в международном формате. Ну и будем рады вас видеть в гостях в нашей программе. Благодарю, спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.